Святая Мати, о, Всепетая Мати, родшая всех святых, святейшее Слово, родшая всех святых, святейшее Слово. О, Всепетая Мати, о, Всепетая Мати, нынешнее приемши приношение, нынешнее приемши приношение. В моем возрасте есть боль, связанная, например, с уходом из жизни моего отца. Но это вот действительно для меня какая-то такая боль, которая не прекращается. И, наверное, не прекратится, разве что, когда уже я сама уйду из жизни, там уже что-то будет другое. Когда человек теряет близкого, то, как правило, это граница, за которую перейти нельзя в обычной жизни. То есть вот его нет и нет, и ты ничего не можешь сделать. А вот если ты в церкви, ты можешь сделать, ты о нем молишься, и ты знаешь, что ты реально ему поможешь своей молитвой. Ты можешь в его память делать добрые дела. То есть, понимаете, он для тебя не потерян окончательно. И надежда есть, что потом ты с ним встретишься. Однажды произошла следующая история. Я пошла якобы на каток, но я еще и от своих близких должна была скрывать, что я хожу в церковь, потому что они тоже вначале этого не одобряли. И вот я пошла на каток, якобы. Там я своих детей, дочке было 3 года, а сыну 5 лет, оставила одних. Можешь себе представить? Ну, так вот. Конечно, очень глупый поступок, я все понимаю, но мне очень хотелось в церковь, а я очень боялась. Вот такой вот поступок я совершила. Я их оставила, точнее, 3,5 было дочки, и, соответственно, где-то, может быть, даже 6 сыну. Но когда я вернулась, моя дочка упала головой, упала и ударилась головой об лед, так что у нее получилось сотрясение мозга. Ну, я хотя не являюсь врачом и не очень разбираюсь в том, что происходит с человеком, когда у него сотрясение мозга, но тем не менее я все хорошо поняла. То есть, когда я ее везла домой в троллейбусе и в автобусе, то ее рвало всю дорогу. В общем, ей было ужасно плохо. Потом, когда я приехала домой, я положила ее в детскую кроваточку маленькую, и она никак не могла уснуть, а металась из стороны в сторону, потому что, ну, видимо, она получила достаточно большую травму. А как-то так это все озвучить. Но единственное, что я тогда могла сделать, это молиться. То есть я открыла молитвослов, там есть такой канон Божьей Матери, молитва, обращенная к Божьей Матери, и начала со всей верой, со всей силой, на которую я была свободна, способна молиться, читать этот канон. И знаете, вот на моих глазах тогда произошло чудо. То есть вот дочка все никак не могла заснуть, как я уже говорила, металась, ей было очень плохо. А вот когда я закончила читать канон, она спокойно уснула, и она проснулась, у нее уже ничего плохого не было. Вы знаете, до сих пор очень довольна своим выбором и действительно не представляю себе жизни вне православной церкви. The question, why are you in the church, comes later, but how is more important. It means normally in the different stages of your age, you find the limits. I was 30, I think, approximately, and this was the year when my first book was published. This book was accepted really in a very good way, unexpectedly in the good way. But suddenly what I found out for myself, that it's not enough. It was very strange for me.
I was living at that time the bohemic life, and it was really very strange that poetry, although it seemed to me that this is the whole life, was the most important thing in my life, but suddenly it was not enough. When you're 30, this is the closest circle of the friends and so on and so on, and the other circle of the friends. None of my friends is still alive, either from drugs or who was killed in the prison. It's about 20 very close friends who are already dead. This was the life at that time. And when normally the person did his best, whatever he tried, I remember it once in the night time, this was really very serious, the question, God, do you exist? Where are you? What are you doing? Are you lazy? Or I'm not interesting for you, and so on and so on. These were the questions, but they were quite painful because the situation was very dramatic. And I don't know how to explain, but he entered my life. Now I reflect my life not as if I survived, but just the person who was saved and who is very grateful to the Savior. God, in fact, gives love. And he paid the price for me, for my ability to love. So this is what I experienced. So the ability to love my children, to love other people, came because of him. The fullness of truth I find in the teaching of the church, in this sacramental life. It's very important for me, and I understand how it's difficult to indoctrinate, because the gospel, this is not about... Iš tikrųjų, neįmanoma įtikinti, pavyzdžiui, kad reikia tikėti. Tai yra dovana, tai yra ta tokia visiškai laisva dovana, priimti meilę, tą galėjimą mylėti. Gal aš žinau, tai iš tikrųjų pakankamai sudėtinga, bet bažnyčioje, konkrečiai katalikų bažnyčioje, aš tą tiesos pilnatvę išgyvenu, tą skelbiamą tiesos pilnatvę, ir tai yra man labai svarbu. Aš nežinau, ar tu atsimeni mane dabar, kai neša mus minia į aikštę. Dar ne žmogus, bet jau Arlekinas. Tave aš myliu, lyjant lietui. Tribūnas kerta vandenį ranka. Liūtis stiprėja, temsta transparantai. Po vėliavomis jungiasi lietus ir kraujas, ir tavo skėtis sekdamas žvilgsniu. Galvodamas, gal niekada nesusitiksim, aš vis dar negaliu suprasti, kas čia vyksta aplink mane, o gal jau negaliu tikėti. Ir plaukia katedra gražiai per lietų, akimirksnį Gucevičiaus mentelė blyksteli lange. Tik tai šventoj Kotrynoj tuščia, remontuoja. Ar tu tikėjai aukštuoju Vilnium? Tie augalai ant apleistų bažnyčių, kai mano protėvis šešėlį vejas vytis, kilmės migloj. Raudonas dugnas, šiaurės jūra, kreiva gatvelė, sąsiauriai lietuviai ir masinantis Hesperidžių sodai, Atlantas. Viena ranka jis laiko dangų ir meta apkramtytą obuolį į veidą. Etimologijom paguodžio aidas, bet niekada Jeruzalė dangaus, Jeruzalimka. Regėjimą užklojo reginys, tribūnas virkteli cituodamas Milašių. Sanskrito ir Atėnų jungtyje graudus, bet nejuokingas mezaliansas. Tėvynė, paskutinis mūsų šansas. Du karaliai sustingsta prie staliuko pranašystėm, tarsi slaptais rašteliais apsikeičia, ir aš turiu kišenėje laiškutį, mylimoji. Tik tiek, kažkur juodai ant balto parašyta, mes turim vytis, 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 o aš iriuos pro šlapę minę link tavęs. Yra tiesa, kai žmonės išsiskirsto, kai tai, kas smerkina, jau pasmerkta, kai skursta, prie šlapio laužo du teisėjai lapkričio migloj, kol pasmertųjų sielos gromulioje slengas, dėžutėn cvakteli našlės skatikas, tik tiek, seniai praėjęs lygiadienį, Atėnuose lietaus.
О, Всебедная Мати, О, Всебедная Мати, родшая всех святых, святейшее Слово, родшая всех святых, святейшее Слово. О, Всебедная Мати,